Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня вот в таком вот месте мы будем делать послание высших сил. Владимир Николаевич мне будет держать мою колоду, значит. Итак, как мы будем действовать? Оно будет для всех, но вы можете узнать в этом послании себя. Так, что вам хотят сказать высшие силы? Вот смотрите, у нас здесь с вами десятка пентаклей. А это значит для земных знаков, особенно для тельцов, мы видим момент благополучия в самом ближайшем будущем. То есть высшие силы для земных знаков, особенно тельцов, показывают, что в скором времени у вас наступит полоса удач. И, соответственно, вы решите особенно вопросы с ремонтом, с обустройством дома, с имуществом, с семьей, с вашими домашними. Вот. И также, если вы что-то имеете проблемы с родителями, со стариками или с детьми, и эти все вопросы решатся очень положительно. Идем дальше. Идем дальше, значит, тут у нас пятерка кубков. Пятерка кубков показывает, что многие знаки воды очень печалятся, но особенно раки. Так вот, эта карта показывает, что вы не видите своих оставшихся возможностей. И высшие силы хотят, чтобы вы взяли себя в руки и снова начали. Вот вы снова начнете, и у вас все очень даже будет получаться. Возьмите свои два кубка и несите их домой. Через мост, да? Тройка мечей показывает чисто знак зодиака Весы, как вы знаете. И этот знак зодиака имеет какие-то огорчения. В данный момент такая полоса в жизни, как дождь, сплошной дождь, да? Вы имеете огорчение. Так вот, что хотят сказать высшие силы весам? Давайте мы узнаем вот дополнительно, да, что они хотят сказать. Десятка мечей. Скоро придет возрождение. Заканчивай свои какие-то чаяния, переживания и трудности, да. Вот бери и заканчивай, просто обрывай этот момент в своей жизни. Скажи, как говорит Владимир Николаевич своему мозгу, я в такие игры не играю, да. То есть, когда внутри идет накручивание, у весов накручивание идет постоянно, просто скажите себе, я в такие игры не играю больше. И дальше, значит, девятка пентаклей. Скоро действительно у весов все наладится, особенно здоровье, особенно нервная система. И ваши сердечные переживания, ваши какие-то боли по поболи, они все уйдут. Сбудется ваше желание какое-то, и деньги, конечно же, прибавятся. Придут хорошие новости, особенно про деньги. Вообще весы – это такой знак зодиака, очень прагматичный и очень зависит и от своего материального положения, и от благополучия окружающих. Так вот, скоро у вас с этим все будет очень даже хорошо. Так, что еще у нас скажут высшие силы? Дальше мы видим королеву мечей. Это все знаки воздуха. Это у нас весы, близнецы, водолеи. Так вот, карта показывает, что у вас идет момент становления. Ну, то есть, когда вы научились справляться со своими негативными эмоциями и вообще со своим негативом внутри, и одухотворяетесь, приобретаете власть, приобретаете, так скажем, большие возможности, и, возможно, даже будете отвечать за других людей. Но вы забираетесь куда-то на вершину. Более того, особенно близнецы у нас связаны с искусством, да? Если вы посвятите знаки воздуха, особенно близнецы, себя искусству, какому-то творчеству, творческий подход свой включите, эстетику, да, будете более эстетичны, будете более эстетично красивы даже. Займетесь, может быть, своими там нарядами, внешним видом, хотя обычно всегда все знаки воздуха выглядят на ура. Вот, но еще больше, еще лучше, да, будете там делать свой какой-то красивый образ, вы добьетесь всего, вот буквально всего. То есть у вас прям идет такое, что вы взяли себя в руки, самодисциплина, мудрость включилась, да, и все будет хорошо. Так, значит, дальше. Следующая карта у нас это сила. Сила это у нас, как вы знаете, львы и девы, но особенно львы, да. Но девы тоже входят в эту карту. Так вот, для вас, мои дорогие львы и девы, указание высших сил, что вы обретаете свою силу, побеждаете своих врагов, побеждаете какие-то свои проблемы, трудности в очень скором времени. И, конечно же, идет такой момент, может быть, исцеления, выздоровления. Может быть, вы вновь приобретаете свой авторитет, и в вас верят. То есть верят окружающие, да, в то, что вы сильны,
и что вы можете абсолютно все. Также вы можете буквально укротить какого-то сложного человека. Скорпионы. Семерка кубков — это чисто скорпионы. Карта показывает то, что высшие силы говорят, не надо себе потворствовать ни в чем, а больше мечтай. Но когда ты мечтаешь, сразу же приступай к тому, чтобы действовать, потому что без твоих действий мечты, они не имеют никакого веса. То есть как сделать так, чтобы бесплотные мечты стали реальностью? Нужно действовать. Вообще можно намечтать что угодно, да? У тебя там сегодня одни мечты, завтра другие. Ты тут чуть-чуть попробовал, там чуть-чуть попробовал, тут бросил, там бросил. Никаких результатов. А вот если ты схватился за какую-то одну свою мечту, за одну какую-то свою цель, да, то, конечно же, дорогие скорпионы, у вас все получится, вы добьетесь всего чего угодно. Высшие силы говорят, о чем ты мечтаешь, все сбудется, только действуй. Следующий у нас рыцарь мечей. Это у нас знаки воздуха, весы, близнецы, водолеи и козероги, скорпионы. Они тоже подходят к рыцарю мечей. Так вот, дорогие рыцари мечей, да, что вам хотят этим знаком сказать высшие силы? Ну, конечно же, что скоро перед вами неожиданно появится какой-то человек, возможно, с новостями. Но этот человек, он такой рисковатый, может быть, или ошарашит вас очень сильно. Это может быть как новый знакомый, так и старый знакомый человек. Вот как будто резко, неожиданно перед вами возникает, да? Вы его не ожидаете увидеть, вы его не ожидаете услышать. Или что этот человек напишет, допустим, позвонит, да? Не ожидаете. Но этот человек обязательно так сделает внезапно. Вообще, может быть какой-то неожиданный поступок от мужчины. Вот у таких знаков зодиака. Дальше, значит. Следующий у нас королева кубков. Королева кубков — это у нас раки, скорпионы и рыбы. Карта показывает, что ваши способности очень сильны и интуиция на высшем уровне. А еще вы любимы и любите. И у вас скоро будет улучшение в личной жизни. Возможно, что вы займетесь психологией, эзотерикой, астрологией, чем-то таким. И у вас будет большой успех, потому что у вас к этому есть все способности. Но также вам может помочь какая-то очень добрая женщина в вашей проблеме, в вашем каком-то больном вопросе, так скажем. Следующая карта — шестерка пентаклей. Это у нас козероги, девы и тельцы. Карта показывает, что у вас что-то налажится с работой. Высшие силы этого хотят. И хотят, чтобы вы получали столько, сколько вы работаете по заслугам. Они говорят, что вы будете вознаграждены за ваши труды. Что бы вы ни делали хорошего, это все вам вернется сторицей. Помогайте людям и отвечайте за людей. То есть берите на себя ответственность руководителя или бизнесмена, или бизнесвумен. Если вы дадите людям работу, если вы дадите людям то, чего они хотят в жизни, они вам дадут в 100 раз больше. Они вам дадут все. Также скоро для этих знаков придут какие-то деньги. Денежки придут. Хорошо. Дальше, значит. Карты падают уже. Но Владимир Николаевич обещал помочь. Тройка кубков. Тройка кубков у нас показывает раки, скорпионы, рыбы. У вас близится какой-то праздник и момент исполнения желаний. Готовьтесь, вас куда-то скоро пригласят. Еще эта карта всегда показывает, что идет энергия изобилия в вашу жизнь, хорошие деньги, хорошие прибыли, дружба, с кем-то вы будете дружить, или даже приближается ваша свадьба, если вы еще не замужем или не женаты. Вообще, эта карта счастливое исполнение желаний. Загадайте желание, раки, скорпионы, рыбы, оно у вас обязательно сбудется. Следующая карта — Иерофант. Это тельцы. Дорогие тельцы, вам отдельное послание. Обращайтесь к официальным и высокопоставленным лицам и к разным специалистам, они вам очень даже помогут. Но еще эта карта показывает, что и вы можете в скором времени завоевать авторитет. И к вам могут приходить за консультацией или на поклон, так скажем. А еще вы добьетесь высот в каком-то деле, но не материальном. Вот вы верите в себя, верите в свои способности, в свои силы. И, соответственно, в итоге добиваетесь самой вершины всего. То есть это не ради денег, а ради того, чтобы вот именно это сделать, да, какую-то свою цель осуществить. Ну, конечно, деньги вы в итоге можете получить. Эта карта довольно
состоятельного, состоявшегося человека. Но он это делал не ради денег просто. Он это делал ради идеи, ради того, чтобы преподнести себя и свои способности этому миру, да. Дальше, туз пентаклей. А вот это послание для всех знаков зодиака. Карта показывает, что вам скоро крупно повезет. Это карта большой удачи. Эта карта говорит, что вы можете загадать желание, оно сбудется, но особенно денежное. А еще это карта возрождения, восстановления, возврата. Если вы хотите вернуть отношения, вернуть свое здоровье или работу, или бизнес, вы можете загадать, и скоро у вас будет шанс для этого. Вообще, это самая счастливая карта в колоде, ею можно завершить расклад. Потому что высшие силы вам подарили какой-то вот такой вот богатый подарок, богатый шанс. Может быть, вам скоро придет крупная сумма. Но в любом случае, да, решаются какие-то ваши вопросы, и, соответственно, вы можете подняться на ступеньку выше в жизни. Вот такой сегодня получился расклад, послание от высших сил. Пишите, понравилось вам или нет. Спасибо за внимание. Вот такое вот, видите, место очень нравится мне. И до новых встреч.